После обсуждения было принято решение признать целесообразным участие Общероссийского офицерского собрания и армии защитников Отечества в предстоящих, если они будут, конечно, предстоящих выборах президента Российской Федерации в 2024 году. И в качестве кандидата выдвинут капитана морской пехоты Ивана Александровича Отраковского. Программа Ивана Александровича будет представлена несколько позже, но тезисно, какие там пункты могут быть и будут. Это, разумеется, кадровая революция, это люстрация всех врагов народа, точка отсчета, начиная с 1 октября 1993 года и по настоящее время, кто чем занимался и кто чего достоин. Будут финансово обезжирены, то есть раскулачены все олигархи, будет возвращен прежний пенсионный возраст для всех граждан, возможно даже снижен, для женщин 53 года, для мужчин 55 или 57. Будет запущена программа «Одноэтажная Россия», развитие производства, сельского хозяйства, а не этих пресловутых агрохолдингов. Пойдет семимильными шагами преображение таких важнейших сфер, как медицина, здравоохранение, образование. Разорвем дипломатические отношения со всеми недружественными нам странами, выйдем из кабальных договоров и соглашений, отменим свободное хождение доллара и евро, укрепим рубль, обменяем паспорта, политика миграции будет ноль. Вот что, Минус, а не ноль. Вот что будет всех ожидать, какое счастье, если к власти придет нормальный русский офицер. И возможно, что должность будет называться не на англицированный манер президент, а это будет верховный правитель России.